Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня». В студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Архитектурный диалог на квартале развернулся в Якутске. На повестке дня комфорт, красота, а также способы их реализации с учетом сохранения традиций народа. Названы самые распространенные виды рака в Якутии. В регионе на учете у онкологов состоят более 13 тысяч человек. Как обнаружить и исцелить заболевание, узнавали наши корреспонденты. Теперь актуальны частные дома коттеджного типа. В Нерюнгри началась реализация уникального в своем роде проекта строительства нового микрорайона. Поезд Победы посетил город трудовой доблести Алдан. За день выставку посмотрели более 1000 человек. На личном примере вдохновить преподавателей выпускать свои материалы. В Якутске прошел педагогический семинар «Вкус творчества». Глава Якутии подписал стратегический указ о мерах по борьбе с бедностью. Целью деятельности органов государственной власти и местного самоуправления республики в этой сфере объявлено снижение уровня бедности населения за 5 лет в 2 раза. В целях снижения бедности планируется обеспечить рост заработной платы работающих, увеличить численность занятого населения, внедрить социальное сопровождение людей, попавших за черту бедности. Для этого будет увеличена численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, в том числе социальной направленности. Повысится эффективность социальных контрактов. Улицу Богдана Чижика перекроют для движения транспорта в Якутске. Это связано с ремонтом канализационных сетей. Дорога будет перекрыта на участке рядом с многоквартирным домом Богдана Чижика 2/2 в периоды с 22 часов 29 сентября до 7 часов утра 30 сентября и с 22 часов 30 сентября до 7 часов утра 1 октября. Остаться без единственной квартиры. Якутянка стала жертвой мошенников. У женщины похитили около 9 миллионов рублей. Злоумышленники представились сотрудниками полиции и банка. На данный момент возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере. Подробности далее. Очередной жертвой мошенников стала 73-летняя жительница Якутии. Они связались с пожилой женщиной по телефону. В ходе разговора злоумышленница представилась лейтенантом МВД и сообщила, что на имя женщины оформляются кредиты на большую сумму. Далее все по схеме «мы вас соединим с сотрудником банка». Затем с потерпевшей говорил уже лжебанковский сотрудник. Представился мужчина и сказал, что это самое, с какого-то города оформляют на мое имя кредит. Нужно срочно сделать кредит, договор, чтобы его перекрыть. И так несколько раз было. Кредиты я получала и по указанию этого человека перечисляла другим лицам. Потом сказал, что оформили продажу квартиры. Нужно срочно продать квартиру, как бы перекрыть ихнюю эту сделку. Что? И я согласилась. Он так говорил, что это самое. Ну, как не поверишь, если позвонил лейтенант из МВД и работник банка российского. Не повторяйте мой случай, пожалуйста. В результате обманутая пожилая женщина оформила кредиты в ряде банков и даже продала свое единственное жилье. Все полученные деньги по указанию мошенников она перевела на якобы безопасные счета. Сейчас это преступление находится на контроле прокуратуры Якутии. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Его расследование находится на контроле прокуратуры. Прокуратура республики призывает граждан быть бдительными, не берите поступающие телефонные звонки с незнакомых номеров, не поддавайтесь на уловки мошенников, проверяйте информацию, которая вам сообщается.
Как правило, схемы мошенников схожи. Они сводятся к тому, чтобы убедить жертву, что сложилась опасная ситуация. Помните, что сотрудники банка или правоохранительных органов не станут заставлять брать кредит. Лучше всего прекратить разговор и перезвонить в свой банк или полицию. Помните, что в любой ситуации важно оставаться бдительным и не доверять непроверенным звонкам. Юрий Осипов, Яна Захарова, Якутия 24. Строительство нового здания Якутской кадетской школы-интернат в столице региона подходит к своему завершению. На огромной территории бывшей воинской части разместится трехэтажный учебно-лабораторный корпус, интернат на 200 мест, плац, стадион, полоса препятствий и многое другое. Подробности нам расскажет Тимур Колмогоров. Якутская кадетская школа работает уже 23 года. Школа, в которой учатся 140 кадетов, располагалась в аварийных деревянных корпусах бывшей воинской части, построенных еще в 1958 году. Конечно, в первую очередь у нас внимание уделяется, конечно, сельским школам, потому что наша территория Республики Саха, она очень огромная. Есть очень отдаленные у нас населенные пункты, еще в очень старых, на советских объектах учились дети. Поэтому то, что вот наконец-то решили нам построить кадетскую школу, это просто победа, считаю. Строительство нового учебного корпуса кадетской школы было начато в декабре 2022 года с установкой первой ее сваи. С тех пор прошло довольно много времени, и за это время появилось огромное трехэтажное здание. Сейчас работа выполнена на более чем 95%. Бетонные работы практически закончены. 2 бригады работают по фасаду. То есть в течение месяца мы фасад перекроем полностью. И в течение месяца у нас будет отопление. Отделка закончена, материалы все закуплены, кровля закончена. Ну, то есть все везде работаем. С появлением нового учебного корпуса станет возможным повысить качество образования, а также улучшить условия пребывания детей в школе. С увеличением количества мест возрастет и количество учащихся. В настоящий момент кадеты обучаются в здании школы номер 32 в вечернюю смену. Настоящий проект предусматривает количество обучающихся 200. Кроме того, конечно, образовательный процесс будет организован более качественно, потому что до этого мы учились на территории бывшей войсковой части. Многие здания, постройки были деревянные. Понятное дело, что оснастить такие помещения в соответствии с требованиями было достаточно проблемно. Проектом предусмотрены специализированные классы основ воинского дела. У нас появляется место для построений. Всего на строительство было выделено порядка 600 миллионов рублей с республиканского и федерального бюджета. Готовые здания и прилегающие территории Якутской кадетской школы планируется представить в марте 2024 года. Воспитанники получат современное здание, в котором не только смогут с комфортом получать знания, но и с удовольствием проводить время. Тимур Колмогоров, Георгий Григорьев, Якутск. Когда в семье появляется лежачий больной, его родные сталкиваются с вопросами, о которых ранее не слышали. Как ухаживать за такими пациентами, какие средства использовать и где их найти. Именно для помощи в таких ситуациях в Якутске работает школа по уходу за немобильными гражданами. Там родственников и близких обучают, как ухаживать за лежачими, а также как ускорить процесс реабилитации и вернуть человека к самостоятельному уходу. С ними работают патронажные медсестры, психологи и преподаватели школы. Кроме того, в школе работает и пункт проката технических средств реабилитации. Учреждение находится по адресу улица Аюнского, 41/1. Занятия проводятся в специально оборудованной адаптационной комнате с демонстрационными техническими средствами реабилитации. Предусматриваются выезды на дом или возможно дистанционное обучение. Форма занятий может быть индивидуальной или групповой. Ранняя диагностика и лечение онкологических заболеваний в республике. В Якутске состоялся симпозиум, на котором врачи обсудили современные методы лечения рака. Мероприятие приурочено к 85-летию доктора медицинских наук, профессора базовой кафедры онкологии Медицинского института Петра Иванова. Подробности в следующем материале. Борьба с онкологическими заболеваниями является ключевым направлением сферы здравоохранения. На симпозиуме приняли участие врачи-онкологи, терапевты, гинекологи, маммологи, хирурги, эндоскописты, клинические ординаторы и организаторы здравоохранения. Всего на научной конференции представлено более 10 докладов и зарегистрировалось около 130 слушателей.
Благодаря стараниям Петра Михайловича по направлению онкология защищено 4 доктора медицинских наук, 30 кандидатов медицинских наук. Это большой вклад. На площадке сегодняшнего симпозиума будут изучены, разглашены наши результаты именно в мультидисциплинарном подходе. То есть не одни врачи стараются за здоровье населения в борьбе с злокачественным новообразованием. Симпозиум затрагивает смежные специальности онкологии, потому что пациент, которому ставится диагноз злокачественной опухоли, нуждается в лечении не только врачей-онкологов, но и других специалистов. Врачи-онкологи напрямую взаимодействуют с врачами-инфекционистами. На симпозиуме с докладом на тему «Междисциплинарный подход ведения пациентов с хроническими вирусными гепатитами» выступила Снежана Слепцова, заведующая кафедрой инфекционной болезни медицинского института СВФУ, главный внештатный инфекционист Минздрава Республики. Наша республика, к сожалению, является одной из неблагополучных территорий по заболеваемости гепатитами. И, в свою очередь, это, конечно, влияет на заболеваемость первичным раком печени. Поэтому мы с коллегами-онкологами работаем уже несколько лет по вопросам раннего скрининга рака печени. Это не только лечение самой онкопатологии, это, конечно, лечение своевременно вирусных гепатитов, которое может снизить заболеваемость этой тяжелой патологии. Все специалисты сталкиваются с пациентами, которые больны онкологией. Это и сложность диагностики, лечения и сопровождения. Именно поэтому врачи и специалисты обсудили актуальные вопросы, касающиеся онкологических больных. Научные конференции, симпозиумы способствуют постоянному росту уровня медицинских компетенций участников, а также укреплению и развитию профессиональных связей между специалистами, занятыми вопросами онкологических заболеваний. Таяна Федорова, Виктор Дьячковский, Якутск. Для профилактики болезней сердца в Якутии с 25 сентября по 1 октября проходит неделя ответственного отношения к сердцу. В отделение неотложной кардиологии Республиканской больницы номер 2 за год поступают более 1000 человек. В том числе больных доставляют санитарными рейсами из отдаленных районов, и пациенты поступают сразу в палату реанимации и интенсивной терапии. Далее оказывается квалифицированная медицинская помощь. Нам поступают пациенты с диагнозом острый инфаркт миокарда и нестабильная стенокардия. Этим пациентам мы экстренно выполняем коронарную ангиографию, то есть это малоинвазивная операция. На этой операции мы видим состояние сосудов сердца, и, значит, если видим то, что сосуд сужен, либо там образовался тромбоз в артерии, то мы лечим, то есть открываем артерию и устанавливаем туда стенд. Ежегодно к нам поступает 1200-1300 пациентов в год. Они все проходят лечение, но потом в дальнейшем выписываются на амбулаторное лечение, либо на реабилитацию. На повестке дня сегодня комфорт, красота, а также способы их реализации с учетом сохранения традиций народа. Фестиваль «Эйге. Диалог на квартале» стартовал 14 сентября в Казани, где для муниципалитетов республики провели обучение по комплексному подходу к управлению общественными пространствами. Второй этап развернулся в Якутске, в креативном кластере «Квартал труда», где большая команда специалистов обсудит строительство архитектурных объектов. Подробности в следующем сюжете. Стартовал грандиозный фестиваль архитектурных проектов по республике, 90 из которых реализуются в столице. В рамках мероприятия ожидается проведение лекций, семинаров, различных мастер-классов, а самым главным событием станет сам диалог, нацеленный на обмен опытом и знаниями среди большого количества участников из разных сфер деятельности. Также он станет возможностью выявить все существующие проблемы и разработать стратегию по их устранению. Мы сюда пригласили застройщиков, подрядчиков, архитекторов, дизайнеров и, конечно же, наши муниципальное образование. И, кстати, здесь также будут участвовать блогеры, художники, как раз вот разные люди, которые вместе с профессиональными сообществами могут поделиться опытом, возможно, высказать какие-то проблемы. И уже в таком неформальной обстановке мы можем, возможно, прийти к какому-то единому мнению. Реализация всех проектов продлится вплоть до 2030 года и более. Но для этого нужны люди, специалисты, которым предстоит реализовать дальнейшие мастер-планы как в Якутии и Дальневосточном округе, так и во всем арктическом регионе России. Как раз во время фестиваля представят 2 образовательные программы по мастер-планированию и управлению общественными пространствами. В основном эту программу ведут специалисты из Якутии. Да, куратором программы будет Ирина Дмитриевна Алексеева.
Мы будем скорее такими консультантами, да, и экспертами, да, чтобы поделиться и международным опытом, и нашими методиками. И в центре внимания программы будут реальные кейсы, то есть мы берем реальные территории в Якутии. Сегодня мы об этом расскажем на презентации. Также была организована и выставка, на которой представили уже готовые проекты от светильников до целых микрорайонов, прекрасно реализуемые при всех особенностях жизни большинства поселений Якутии. У нас много реализованных проектов здесь по республике. Это в поселке Солнечный, Усть-Майский, Луз. Это самое свежее, что имеется. В Нерингли закрываем проекты. Алроса. У нас на приисках много очень освещения. Здесь именно по Якутску тяжеловато сказать. В основном мы здесь закрываем спортивные комплексы. Села Якутии также не останутся без внимания. Целью проекта по микрополисам является создание новых условий с учетом особенностей устоявшегося уклада жизни местного населения. Последующие такие микрополисы, они будут иметь специализацию и будут называться агрополис, IT-полис, промполис, этнополис, спортполис, арктический полис, в зависимости от того, на что хочет делать тот или иной район, где у них своя специфика района. А при богатой истории с особенной культурой и традициями перед архитекторами стоит задача по сохранению идентичности при современных подходах. Культурное наследие хочется сохранить. Чтобы мы чем-то отличались, допустим, чтобы туристы, когда приезжали, они видели, да, что приехали в Якутию. Якутия является лидером по количеству разработанных мастер-планов и часто ставится в пример во многих регионах страны. Также некоторые наши муниципальные образования самостоятельно за свой счет разрабатывают и реализуют стратегии по благоустройству. Республика развивается, и во многом на это повлияли сами жители, поэтому на фестивале они почетные гости, интересные идеи которых положат начало разработке новых проектов. Подрастающее поколение также сможет попробовать себя в качестве архитекторов и дизайнеров. Марина Захарова, Виктор Дьячковский, Якутск. Ну а в Нерингри началась реализация уникального в своем роде проекта строительства микрорайона частных домов коттеджного типа. Наша съемочная группа побывала на стройплощадке и узнала подробности реализации проекта. Все, кто собирается приобретать себе жилье, обычно задумываются, где лучше жить – в доме или квартире. Конкретного ответа здесь нет. Для каждого человека свои приоритеты в факторах выбора жилья. Но тем, кто склоняется в пользу частного дома, нравятся очевидные преимущества. Это тишина, свежий воздух и собственный двор для отдыха. Мы в нашем городе заметили, что есть востребованность как раз-таки жилой застройки, частной жилой застройки. Практически все участки, которые были отведены под частную жилую застройку в конце улицы Чурапчинской, уже розданы нашим жителям, те, которые хотят строиться. Поэтому есть потребность, и эту потребность полностью восполнит предприниматель, который взял участок под застройку коттеджными домами. Проект нового коттеджного поселка подразумевает развитую инфраструктуру, широкие улицы, единое оформление домов и организацию парковой зоны для комфортного отдыха. То бишь типовые мы отказались делать, потому что семьи разные, у кого-то 3 детей, у кого-то 4, кто-то вдвоем с женой хотят жить в частном доме. Поэтому приняли решение сделать одинаковые заборы из облицовочного кирпича, красивые. Значит, дома будут тоже облицовочным кирпичом. Вот снаружи все это будет облагорожено. Тротуары плиткой выложим. Хотим сделать светильники красивые на домах, чтобы освещение было, улицы, дороги, там все это, чтобы освещалось. Новый коттеджный поселок станет самым настоящим украшением столицы Южной Якутии. А первые новоселы, будет их более 100, заедут в новые дома уже осенью следующего года. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерингри. В смарт-библиотеке Якутска проходит педагогический семинар «Вкус творчества». На 3 площадках различные мастер-классы проводят ведущие педагоги Якутии. В программе учебно-воспитательные и методические практикумы. Участники, слушатели – это школьные библиотекари и педагоги образовательных учреждений. Спикеры – авторы образовательных методик образования, народные поэты и заслуженные педагоги. Участники обмениваются опытом, ведут обсуждения и презентуют новые книги. В данное время на якутском языке методических пособий очень мало, для учителей-логопедов тем более. Поэтому на основе того, что долго работала, стаж у меня большой, и совместно со своими коллегами мы выпустили первое пособие на якутском языке обучение детей рассказыванию.
Я сама долгое время работала учителем-логопедом. На основе своего педагогического опыта я выпустила альбом для обследования речи детей на якутском языке. На якутском языке нет альбомов для обследования речи детей. Это первый альбом на якутском языке. А это книга для воспитателей, для учителей-логопедов. Поезд Победы посетил город трудовой доблести Алдан. Первый в мире передвижной музей посвятил алданцам всего один день, что не позволило всем желающим посмотреть уникальную историческую экспозицию. Впрочем, в Алдане поезд Победы посетили более 1000 человек. Подробности у Руслана Павлова. Первый в мире передвижной музей «Поезд Победы» алданцы встретили организованно и торжественно. Для этого у местного населения есть богатый опыт. Вот уже 9 лет в канун Дня Победы на станциях Якутской железной дороги встречают эшелон Победы. Проект не такой масштабный, как передвижной музей, но ставший гордостью алданцев. В город трудовой доблести прибыл эшелон Победы, связующее звено 9 мая, 29 сентября. Это напомнило, когда мы в малом количестве отсюда, с этого перрона, встречали и провожали эшелон Победы по-алдански, будем говорить. Сегодня действительно переросло в знаковое событие. В 10 вагонах историко-художественной экспозиции «Поезда Победы» запечатлены образы прошлого нашей страны. Предвоенные годы, Великая Отечественная, Победа. По этой дороге героизма, отваги и боли посетителей ведет аудиогид. Персонаж виртуальный, но абсолютно осязаемый. Да, как будто бы она была рядом. Это настолько было здорово сделано. И рассказ ее о происходящих событиях, это очень трогательно. И когда идешь по этим вагонам, ощущаешь действительно, что ты попадаешь в ту обстановку. Вот мы положили гвоздики, у нас были с собой. Это так было больно и трогательно. Вот хотелось прикоснуться к каждой ноге, каждой руке, пожалеть этого человека, как-то помочь. Ну, очень хорошая экспозиция, прямо на высоте. И низкий поклон тем, кто вот это сделал. Музей «Поезд Победы» – это сплав традиций и новаторства, сочетание современных технологий, исторической правды и неподдельных эмоций. Это своеобразная машина времени, с помощью которой посетители погружаются в прошлое, а железнодорожный состав несет их по дорогам войны через испытания и потери к победе. Не мудрено, что, выходя из поезда, посетители еще долгое время находятся под впечатлением. Ой, вы знаете, я вообще до сей поры еще в шоке. Особенно вот от вагонов, которые концлагерь показывают. Ой, ну это невозможно смотреть. Это наши ветераны тоже за мной шли и не знали, что сказать. Потому что это был шок для них. Один день по пути славной истории нашей страны и ее народа в поезде Победы – это, конечно, мало. Многие просто не смогли зарегистрироваться на сайте, так как билеты были забронированы моментально. Впрочем, посетить музей можно виртуально на сайте «Поезд Победы». А у организаторов алданского эшелона Победы есть уникальная возможность сделать местный проект более насыщенным и незабываемым. Ведь алданцы и якутяне внесли огромный вклад в победу над фашизмом как на полях сражений Великой Отечественной, так и на трудовом фронте в тылу. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. В преддверии Российского дня среднеспециального образования в Якутске во Дворце культуры и современного искусства имени Гагарина проходит фестиваль творческих коллективов «На высоте-2023». Студенты, преподаватели и наставники 20 учреждений среднеспециального образования представляют на суд жюри Я не буду скрывать, мы волновались, но мы так долго готовились, мы старались, мы были все вместе. И мне кажется, у нас сегодня все получилось. Конечно, все откликнулись только положительно, только за. И я хочу отметить, что с каждым днем, с каждой репетицией становилось вот все лучше и лучше. Вот когда ты что-то делаешь, да, у тебя получится. На этом у нас все. Мы продолжим следить за событиями. Оставайтесь с нами.